Скачка на приз главы республики Башкортостан началась. Со старта принимает 4-й номер мистер Хайзенберг. Тут же 7-й номер Касиба и 8-й номер Скай Принц. Касиба и Скай Принц в борьбе ведут эту скачку. 8-й номер Скай Принц на несколько сантиметров впереди. Тут же Касиба. Скай Принц ведет скачку. За ней Касиба. Далее мистер Хайзенберг. За 29,5 первый отрезок дистанции пройден. На первое место в борьбе Касиба и Скай Принц. Касиба. За ней Скай Принц. Тут же Реактивити. Далее мистер Хайзенберг и Халва. Пятерка лидеров. Касиба по-прежнему ведет скачку. Касиба ведет скачку. За ней Реактивити. Тут же Халва, мистер Хайзенберг. И 10-й номер Аннабель. 500 метров за 31,5 пройдены. Касиба под седлом Айрата Ишназарова. Ведет скачку за ней Реактивити и Халва. Халва выходит на вторую позицию. Тут же 4-й номер мистер Хайзенберг. Касиба, Халва, Реактивити, мистер Хайзенберг и Аннабель. За 34,1 пройден очередной отрезок дистанции. Касиба по-прежнему ведет скачку. Айрат Ишназаров в седле. Группа лидеров пока неизменна. Касиба, за ней Реактивити, тут же Халва и мистер Хайзенберг. В большом отставании остальная группа участников. И вот сейчас Касиба, мистер Хайзенберг выходит на вторую позицию. Мистер Хайзенберг атакует. Мистер Хайзенберг выходит на первую позицию. Тут же Касиба, Реактивити и Халва. Мистер Хайзенберг лидирует в скачке. Тут же Касиба. Мистер Хайзенберг. На вторую позицию выходит Реактивити. Далее Касиба и Халва. Смотрим финиш. Смотрим финиш. Пошумим и поболеем. Поддержим 3-й номер. Реактивити выигрывает приз. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это скачка. Скачка на приз главы республики Башкортостан. 2400 нервов и эмоций. Красота-то какая! И финишируют остальные участники. 5-й номер, тут же 8-й номер подходит к финишу. Ох, друзья, вот это эмоции, вот это напряжение. Итак, приз главы республики Башкортостан разыгран. Невероятный финиш мы с вами увидели. Сначала казалось, что мистер Хайзенберг удержит свое промежуточное первое место, но Реактивити действительно реактивно на финише опережает соперников и побеждает. Александр Лиханов, жокей первой категории на Реактивити, обладатель приза главы республики Башкортостан. Реактивити принадлежит Радику Горееву из Туймазинского района республики Башкортостан. Подготовкой лошади занимался тренер Флюр Батыров. Олег Петрович, что скажете? Отличный финиш. Мы сегодня видим каждая скачка, каждый заезд. И обо всех можно сказать: отличный финиш, отличная борьба, отличная по дистанции. Но вот эта скачка еще и примечательна тем, что Флюр Батыров очень много вложил в эту лошадь. Он с ней работает давно, зиму и лето. Условия у него не очень хорошие, там нет круга, приходится по полям работать. Он верил в эту лошадь. Прекрасно проехал жокей. Он, видимо, выполнил все наставления тренера. И видно, что лошадь-то готова. 2400 метров показывает именно и подготовку, и умение. И все лошади из себя хорошо показали. И еще, что интересно, это же лошади не привезенные с юга, это выращенные здесь, в наших условиях. Конечно, большая заслуга вообще и владельцев, и тренеров, жокеев, вот в том, что мы видим такое прекрасное зрелище.
Да, в призе главы Республики Башкортостан принимают участие лошади 3 лет и старшего возраста, рожденные в хозяйствах Республики Башкортостан. То есть здесь действительно не выйдет так, что кто-то привезет лошадь из Краснодара и на ней выиграет. Нет, здесь эти лошади действительно рождены в наших хозяйствах Республики Башкортостан. И показывают эти лошади, что, в общем-то, могут они здорово скакать, могут бороться друг с другом, показывать яркие финиши. Ну вот как этот. Наверное, здесь действительно было здорово. Ну, 3 участников боролись за победу. И, конечно, здесь на Касибе мастер жокея Айрат Шназаров, наверное, очень раздосадован, потому что Касиба больше часть дистанции вела. Да, ну тяжело вести длинная дистанция, 2400 метров, вести и сделать еще на финише бросок. Это надо очень феноменальными способностями обладать лошади. Да, ну вот так завершается 4-я скачка сегодняшняя. Приз главы Республики Башкортостан. Сейчас проходят все необходимые процедуры, такие как взвешивание. Жокей не должен потерять больше определенного количества граммов на финише. Ну и, исходя уже из этой процедуры, у нас будет сформирована итоговая таблица, и мы сможем уже окончательно сказать, что победителем приза главы Республики Башкортостан является Реактивити Александр Лиханов. Ну вот сейчас вы видите эту таблицу. Мистер Хайзенберг Рустама Саидгареева на 2-м месте, далее Касиба Айрат Шназаров, далее Халва Вадима Салимхан. Вот, наверное, эта 4-ка могла побороться за победу. Действительно, эти лошади здорово себя проявили. Но отмечаем, что Анабель под седлом Павла Караськина тоже хороший уровень показала, не в конце финиша. Ради Фаритович Хабиров будет вручать приз. Мы видим, что на церемонию награждения также приглашают представителей команды мистера Хайзенберга и Касибы. Так, сертификат. Вот он на 250 тысяч рублей для победителя, для владельца лошади. Ну и вот мы видим, что здесь представители Центра компетенции по коневодству и конному спорту Акбузат, Дамир Русланович Исеев, Руслан Рафаэльевич Насыров. Вот замечательный кубок. Приз главы Республики Башкортостан в руках у жокея 1-й категории Александра Лиханова. Замечательный приз. Ну и вот вся команда победителей. И сертификат на 250 тысяч рублей достается всей команде, которая занималась подготовкой Реактивити. И, собственно, Реактивити. Кобыла 2017 года рождения от комбинатора и Red Match. Получает тоже свой приз. Приз главы Республики Башкортостан. Вот сейчас, конечно же, фото на память. Конечно Приятно же, закончить сезон такой победой. Конечно. Вот хоть и в Туймазинском районе нет представителей в турнире Терра-Башкирия в финале, тем не менее для Туймазинского района вот такая победа в престижнейшем призе главы Республики Башкортостан. Итак, пока у нас продолжаются круги почета у Реактивити, напоминаем, что дальше нас с вами ждет первый гид приза ипподрома Акбузат. Участники приза главы Республики Башкортостан Александр Лиханов на Реактивити. Ну что ж, поделитесь своими эмоциями после этой победы. Она была очень уверенной на финише. Да, вот как я на лошадь сел, она спокойная, самоуверенная была. Ну тоже почувствовал такое у нее спокойствие, не боится ничего. И по дистанции
поехал по ней. Я знал до этого, я тоже скакал на ней, она все ровно едет. Без броска, без ничего, ну ровно. И вот думал, так и доеду. Сидел, концом вот таким же ходом. Была тактика, что на финише дать рывок? Ну да, вот с хлыста хорошо работать, заставить. Она вот такая лошадь, которая сдается, ну, как желание бывает, спадает. Заставишь, идет. Ну, и такая у него лошадь. Сезон выступления на ипподроме Акбузат подходит к концу. Как оцените вот свои личные достижения в этом году? Ну, в этом году, да, вот все хорошо. Вот, ничего. Поздравляем, Александр. Действительно, очень хорошие выступления у вас в этом году были. Желаем успехов. Ну а сейчас, вы видите, церемония награждения у нас продолжается. Это команды, которые заняли 2 и 3 место. Здесь команда мистера Хайзенберга и команда Касибы получают 125 тысяч рублей за 2-е. Ну и, соответственно...